Здравствуйте, Ильшат. Приветствую всех зрителей программы. Все происходящее в соцсетях я бы назвала весенним обострением. Впрочем, обо всем по порядку. Санитар парковок или парковочный активист, ГИБДДшник на гражданке или парковочный дружинник. Как только не называют героя одного из популярных видео в социальных сетях. Мужчина прошелся по центру города и нашел более 50 автомобилей, у которых закрыты или сняты номера, чтобы не оплачивать парковку. Оказалось, что в Казани это очень частое явление. Мужчина расчистил все госномера. Думаю, что это видео должно подтолкнуть сотрудников ГИБДД к более активным действиям. Зомби-апокалипсис или самые бесстрашные мужики живут в Зеленодольске. Под такими заголовками сеть облетает видео, когда мужчина с ножом в спине в больнице рвется покурить. Ну ты вообще что ли без ума? А? Ужасно даже смотреть. Завершилось все вмешательством медиков и сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело. То, что самые бесстрашные мужчины живут в Зеленодольске, подтверждает и еще одно видео. На мужчину упала лавина снега, он просто продолжил курить дальше. Комментарий излишний, хотя вопрос к коммунальным службам или владельцам здания, конечно же, есть. А это видео из Альметьевска. Ограбление магазина средь бела дня. Бегом! Подробности происшествия пока не разглашаются. По данным нашего источника, грабитель задержан, возбуждено уголовное дело. Спасение енота в Дербышках стало настоящим событием для местных жителей. Служба МЧС пришла на помощь еноту, взобравшемуся на дерево. Отлавливали его долго, спасаться енот никак не хотел. Задаемся вопросом, откуда сбежал енот. Предположительно, из контактного зоопарка. Как домашнее животное енот-полоскун достаточно опасен. Он хищник, несмотря на столь милую внешность. И еще один милый хищник-тигренок, которого изъяли у челнинского наркоторговца, теперь живет в зоопарке Казани. Эта девочка, назвали ее Луна. Президент Татарстана, что лично вмешался в вопрос о новом месте жительства, поделился в соцсетях видео с первыми шагами тигренка на новом месте. Ильшат, а мы все-таки вернемся к первой теме программы, к этому парковочному активисту, ГИБДДшнику-дружиннику. Как вы считаете, какие еще меры для справедливости? Что еще можно сделать? Неужели всем нужно ходить и расчищать госномера? Вы знаете, это одно из проявлений гражданского общества, и таких людей, честно говоря, не хватает. Было бы больше порядка, и не только на дорогах. Все на улице на расчистку госномеров, не только дорог. Спасибо, удачной вам программы. Благодарю всех зрителей за внимание.